После этого урока каждый из нас сможет стать своего рода художником. Всем привет, это Beyond Curriculum, и сегодня мы поговорим с вами о кистях и ползунках. Цели данного урока – это знакомство с функциями рисования, знакомство с ползунками, создание программы для рисования и использование ползунков, а также практика работы с изображениями. Что же нужно знать и уметь? В первую очередь, необходимо знать Python на уровне новичка. Также желательным будет знать базовые функции библиотеки NumPy. Плюс ко всему, вы должны изучить прошлый урок и уметь выводить изображение на экран. Это то, что связано с OpenCV. Также вы должны знать математику на уровне 7-8 класса и уметь пользоваться компьютером. Перейдем к функциям рисования. Какие же они есть? На самом деле в OpenCV есть множество различных функций рисования. Это и линия, это и прямоугольник, и окружность, и даже эллипсы, и многоугольники все различные, причем выпуклые и невыпуклые. Функций рисования очень много. Тем не менее, в данном уроке мы рассмотрим базовые, те, которые используются чаще всего. А именно, это линия, прямоугольник, окружность и текст. Да, текст тоже является своего рода функцией рисования. Давайте перейдем сразу к программированию. Для того, чтобы рисовать, нам необходимо полотно. Полотном может служить любое изображение, так и, например, черный фон. Мы уже умеем использовать изображения в наших программах. Сегодня я вам покажу то, как можно создать черное полотно, при этом не создавая вручную изображение в формате PNG или JPEG. Итак, в первую очередь нам необходимо добавить наши две библиотеки. Это NumPy и OpenCV. Пишем import cv2 и также import NumPy as np. Далее мы создаем объект. Мы его также назовем img. И если до этого у нас он равнялся cv2.imread, и мы вписывали путь до самого изображения, а затем мы ставили флаг -1, 0 или 1, то здесь мы поступим несколько иначе. Здесь мы создадим изображение через библиотеку NumPy. Для этого мы напишем img равно np.zeros. Далее в скобках мы напишем размеры нашего изображения, которые мы хотим. Я хочу, например, 900 точек на 900. Далее мы напишем обязательно здесь 3. Затем добавим еще одну скобку сюда. Затем мы напишем np.uint8. Давайте разберемся, что я только что сделал. Что такое np.zeros? np.zeros это означает то, что мы создаем массив данных, который будет полностью заполнен нулями. И дело в следующем. На самом деле наше изображение это данные, то есть у нас есть определенная ячейка у каждого изображения, то есть в зависимости от его размера, к примеру 1200 на 900, то есть это означает то, что количество ячеек будет равно 1200 умножить на 900 в реальности, и каждая ячейка будет хранить свое значение в зависимости от цвета и яркости. Так вот, эти значения для каждого формируются в формате RGB, скорее всего вы об этом знаете, то есть красный, зеленый, синий. Именно эти три цвета необходимы для того, чтобы сформировать остальные другие цвета. Где 0 у них означает то, что ничего абсолютно нет, значит черный, в то время как 255 означает то, что это наоборот самый яркий цвет, то есть это самый максимум. Теперь, то есть мы создали только что через библиотеку NumPy массив из нулей. Это означает то, что полотно наше будет полностью черным. Далее, внутри данной функции в качестве аргумента я пишу разрешение изображения, это 900 точек на 900. Но вот здесь я еще пишу 3. Что же означает это 3? 3 означает, сколько каналов здесь будет. То есть, опять-таки, красный, синий, зеленый. А если я напишу 1, то будет только черно-белый канал. И в целом, то есть, нам это никак не поможет, потому что мы будем сейчас рисовать в цвете. Далее я указал в качестве второго аргумента np.uint8. Что же значит это? Я уже сказал минуту назад о том, что у нас цвет измеряется в диапазоне от 0 до 255. По сути, здесь 256 цифр. 256 это 2 в степени 8. Цвет в данном случае у нас будет именно 8-битным, то есть 2 в 8 степени. И значения как раз таки будут, как я уже сказал, от 0 до 255. Соответственно, для того, чтобы ограничить значение каждой ячейки от 0 до 255, мы используем np.uint8.
Почему? Почему мы не можем не ограничивать ничего, или почему мы не можем сделать диапазон значений больше? Дело вот в чем. Если бы мы сделали np.uint16, к примеру, или любую другую разрядность, где у нас помещалось бы больше цифр в диапазоне не от 0 до 255, а, например, до 1023 или даже еще больше, то тогда в нашей оперативной памяти занималось бы больше места. И это не сильно заметно, если мы работаем, например, с одной ячейкой памяти или с одной переменной. Но в данной ситуации у нас будет 900 ячеек, помноженных на еще 900 ячеек. То есть вы даже сами на калькуляторе можете посчитать, сколько ячеек у нас будет. И каждая из них будет занимать намного больше памяти, чем им необходимо. Это создаст очень большую нагрузку на ваш компьютер, именно поэтому нам необходимо четко ограничивать диапазон значений, которые может принимать любая ячейка. Далее, мы с вами только что создали наше изображение. По сути, черное полотно размером 900 на 900, трехканальное, и все переменные могут, точнее все ячейки могут принимать значения от 0 до 255. Давайте теперь попробуем на ней что-то нарисовать. В первую очередь, самое простое, что мы можем сделать, это нарисовать линию. Для этого у нас существует функция cv2.line, и она принимает несколько аргументов. А если быть конкретным, то 1, 2, 3, 4, 5. Давайте разберемся. Первый аргумент это img, то есть то самое полотно или изображение, на котором мы хотим рисовать. Второй аргумент, это точнее связка аргументов x1, y1, это координаты начала линии. Третий аргумент – координаты конца линии. Далее у нас идет четвертый аргумент, который принимает аж три значения, это bgr, где b это синий от 0 до 255, g это зеленый, а r это красный. И также они от 0 до 255. И t, последний аргумент, это толщина самой линии, которую мы хотим нарисовать. Мы хотим нарисовать линию толщиной всего лишь 1 пиксель, или мы хотим линию толщиной 100 пикселей. Вот сейчас мы как раз таки увидим с вами разницу. Итак, для того, чтобы нарисовать линию, мы напишем img равно cv2.line. Далее мы сюда напишем опять img, потому что это то самое изображение, на котором мы хотим нарисовать. Затем напишем координаты начала. Ну, я хочу, к примеру, чтобы начиналось при x10 и y10 тоже пишу 10, запятая 10. Далее напишем координаты конца. У нас изображение 900 на 900 точек, а значит мы можем позволить себе огромный размах. И я предпочту, к примеру, 720 на, ну, пусть будет 640. Затем мы пишем цвет нашей линии. Давайте сделаем 140, 160 и 180, как раз заодно увидим, какой это цвет. Затем толщина линии. Давайте пока сделаем 1. Итак, что же самое интересное? Мы привыкли к формату изображения RGB. Red, Green, Blue. В OpenCV все иначе. У нас все работает по принципу BGR. Blue, Green, Red. Да, это наоборот. Итак, теперь все, что нам необходимо, это вывести наше новое изображение с линии на экран. Как это делать, мы прекрасно знаем. cv2.imshow. Далее напишем image. И поставим сюда аргумент вторым img, как раз таки наше новое изображение. Далее мы напишем cv2.weightkey 0, для того, чтобы мы могли потом нажать на любую кнопку и закрыть всю программу. И напишем cv2.destroy all Windows. А теперь запустим и посмотрим, как это будет выглядеть. Необходимо сохранить нашу программу. Итак, мы только что увидели с вами какую-то такую очень-очень-очень тонкую линию, которую мы с вами нарисовали. Как раз таки мы поставили толщину линии 1, и мы можем видеть то, что она не толще 1 пикселя. Давайте сделаем толщину, ну, например, 20. Сразу возьмем большой размах. И теперь мы видим, линия стала заметно больше. И заметить ее теперь не так уж и трудно, как в случае с первой линией. Ну и давайте теперь попробуем сделать ее не 20, а аж 400. И теперь линия стала совсем огромной, что она даже не вмещается к нам на само изображение, на наше черное полотно. Как видите, толщина линии может быть какой угодно. Она может быть на самом деле хоть миллион. Например, я могу ее сделать, ну, пусть будет 10 тысяч. И тогда у нас все наше полотно закрасится вот таким бежевым цветом. Вот. Тем не менее, более-менее комфортная толщина на самом деле это около 5-9.
То есть это зависит от того, насколько вам, скажем так, большие фигуры нужны. Итак, это у нас то, что касается линии. Но линия — это самое простое, что мы можем сделать. Давайте попробуем перейти к прямоугольнику. Это уже не более интересно. Да, мы можем начертить аж 4 линии, знать координаты начала и конца каждой линии, но, скажем так, это довольно долго. Тем более OpenCV имеет встроенную функцию, с помощью которой мы можем нарисовать любой прямоугольник, имея cv2.rectangle. Аргументы в ней абсолютно те же самые, что мы используем и в линии, только есть один небольшой нюанс. Здесь есть координаты начала и координаты конца наших линий. Координаты начала — это левый верхний угол нашего прямоугольника, в то время как координаты конца — это правый нижний угол нашего прямоугольника. И получается, что по сути это то же самое, что и линия. То есть, если мы проведем линию от x1, y1 до x2, y2, это будет диагональ нашего прямоугольника. То есть, на самом деле, мы можем ставить сюда абсолютно все те же самые значения и получить вместо вот этой линии уже полноценный прямоугольник, что мы сейчас и сделаем. Я даже не буду менять здесь никакие аргументы, просто вместо line напишу rectangle. Вуаля, вместо линии мы получили с вами как раз таки наш прямоугольник. Давайте теперь вернем линию на место и попробуем нарисовать после нее прямоугольник с теми же самыми данными в качестве аргументов. Line rectangle. И теперь у нас получился прямоугольник с диагональной линией. Итак, давайте оставим это здесь и не будем стирать. И теперь просто попробуем сделать нечто более интересное. Мы перейдем к окружности. Здесь у нас используется функция cv2.circle. И имеет она следующие аргументы. Первый аргумент — это как раз таки полотно, на котором мы хотим что-либо нарисовать. Второй аргумент — это координаты центра окружности. То есть мы видим то, что у нас x, y всего лишь один. Третий аргумент — радиус. Четвертый аргумент — это цвет, BGR опять же. И пятый — это толщина. Теперь я, пожалуй, хочу нарисовать окружность на нашем полотне. Я напишу img равно cv2.circle img. Затем центр окружности пусть будет 500, 450. Затем радиус пусть у нее будет равен 100. Далее цвет пусть он будет, например, синий 255, 0, 0. И толщина линии пусть будет равна 10. И, как вы видите, у нас появилась окружность на нашем полотне. Но любопытный зритель, конечно же, спросит у меня, а что если я хочу, чтобы сама фигура внутри была тоже закрашена тем цветом, который я выбрал для ее контура? И это интересный вопрос. Тогда вместо толщины, которая, например, в окружности у нас была 10, мы напишем -1. И тогда, в случае, если это -1, у нас все закрасится в тот цвет, который мы используем для контура. Давайте попробуем сделать то же самое с нашим прямоугольником, например, -1. И, как вы видите, он теперь тоже закрашен. И давайте попробуем проэкспериментировать. А что если мы сделаем, например, не -1, а -5? И у нас работает все то же самое. Давайте попробуем для наглядности скопировать и вставить подобную функцию, то же самое, только сделаем цвет здесь не синий, а, к примеру, зеленый, 255, и, например, сделаем -10. И мы увидим, что у нас поверх нарисовался просто тот же самый зеленая окружность. И мы можем даже поменять местами эти функции. И увидеть то, что сверху у нас теперь синяя окружность, точнее синий круг. И на самом деле, как вы можете сейчас видеть методом эксперимента, мы доказали следующее. Если мы хотим, чтобы у нас было внутри все закрашено, нам не обязательно ставить только -1, мы можем поставить любое отрицательное число. Тем не менее, правила хорошего тона гласят о том, что необходимо поставить просто -1 и не делать слишком большие отрицательные числа, чтобы вас просто мог понять любой другой программист.
Итак, последнее, что нам осталось сделать для рисования, это, пожалуй, наложить текст на наше полотно. Здесь используется функция cv2.putText. И здесь у нее очень много аргументов. Первый аргумент – это img, то есть наше полотно, на которое мы накладываем текст. Второй аргумент – это сам текст. Третий аргумент – это координаты начала текста. Четвертый аргумент – это шрифт. Шрифт у нас принимает значение от 0 до 16. Пятый аргумент – это размер шрифта. Шестой – это цвет. Седьмой – это толщина шрифта. И восьмой – это тип шрифта. Здесь мы используем cv2.line.aa. Это означает то, что шрифт у нас будет сглаженный. Есть еще различные другие типы сглаживания, но, скажем так, самый дефолтный обычно это cv2.line.aa. То есть от него шрифт будет более-менее красивый. Итак, я сразу же хочу перейти на следующий слайд и показать вам, какие есть типы шрифтов. Шрифтов всего 16. На самом деле это один шрифт, называется Hershey. И здесь просто 16 разных его видов. Даже скорее, можно сказать, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь уже идет 16. Если вы хотите добавить какие-либо свои шрифты, то есть, так сказать, кастомные, например, тот же Times New Roman, Montserrat, Monroe, Printer, то это не через библиотеку OpenCV. В OpenCV есть только те шрифты, которые вы можете здесь видеть сейчас на слайде. Другие шрифты, к сожалению, использовать невозможно. Ну и в целом, на самом деле, OpenCV это не про то, чтобы делать красивые шрифты, это дизайн, это больше про машинное зрение и, самое главное, информативность. Поэтому, хоть и грустно, что шрифтов нет, обилие шрифтов, тем не менее, как-то с этим выжить можно. Давайте попробуем что-либо написать в нашей программе. Итак, здесь нам нет необходимости писать img равно cv2.putText. Мы напишем просто так, cv2.putText, обязательно текст с большой буквы. И далее пишем img, например, я хочу написать Beyond Robotics. Затем напишем начало наших букв. Я хочу, чтобы это было где-то посередине. X пусть будет у нас 10, Y пусть у нас будет 450. Затем шрифт выберу по умолчанию 0. Далее толщина шрифта, ну пусть будет, скажем так, давайте возьмем 10, то есть размер шрифта. Затем пусть это все будет белым, поэтому напишем 255, 255, 255. Далее толщина сделаю, пожалуй, 3. И сглаживание cv2.line, нижнее подчеркивание AA. И давайте теперь посмотрим на результат нашей работы. Как вы видите, шрифт оказался даже больше, чем я планировал, и, скажем так, занял больше места, чем у нас есть в нашем распоряжении. Давайте попробуем его уменьшить. Здесь вместо 10, в таком случае напишем 5. Шрифт стал значительно меньше. Давайте теперь попробуем поиграться с типами шрифтов. Давайте сделаем не 0, но, например, 3. И здесь сделаем размер, скажем так, 4. Как видите, уже шрифт другой. Он стал более жирный. И как раз таки давайте попробуем еще немножко поиграться. Например, сделаем шрифт 5. А здесь я толщину, точнее размер шрифта сделаю 0.75. Да, как видите, мы можем даже уменьшать размер шрифта и делать его меньше 1. И как раз таки у нас получается вот такой маленький текст. Давайте теперь сделаем не 0.75, а 2, чтобы все-таки это было более-менее читаемо. И так и оставим. Итого у нас получилось в целом такое изображение, где у нас есть линия, на которую мы закрасили потом квадратом. Точнее прямоугольником. Далее у нас есть окружность и надпись Beyond Robotics. В целом на этом с функциями рисования мы закончили. И нам осталось пройти ко второй части урока, а именно к ползункам. Итак, что же такое ползунки? На самом деле вы сейчас можете видеть то, что презентация у меня показывается не в привычном нам виде, а именно в режиме редактирования. Ползунок — это трекбар. Это то, чем мы пользуемся постоянно, буквально не то что каждый день, а, скажем так, каждую минуту. Если мы хотим что-либо поднять или опустить вверх, если это, например, текст, мы используем ползунок. Если мы хотим переключить какое-либо изображение, мы тоже можем использовать ползунок. Так вот, ползунки у нас есть и в OpenCV. Для их создания мы используем функцию cv2.createTrackBar. В качестве аргументов мы используем следующее. Название, затем
как раз таки окно, к которому будет прикреплен ползунок. Затем начальное значение ползунка, например, чаще всего это 0. Конечное значение, ну, если это мы говорим о цвете, это будет 255, а так конечное значение может быть каким угодно. И далее функция, которая вызывается при изменении ползунка. Итак, давайте будем использовать шаблон с нашим полотном, который мы использовали до этого. Назовем его также np0, только возьмем размер уже поменьше. Ну, пусть это будет 300 на 300. Также трехканальный, также значения будут от 0 до 255. Вот, и с этим мы сможем жить дальше и ехать дальше. Давайте создадим 3 трек-бара. С помощью каждого трек-бара сможем менять красный цвет, зеленый цвет и синий цвет. Так и сделаем. Для этого пишем функцию cv2.create trackbar. Далее пишем здесь название трекбара, в нашем случае это R для красного. Затем мы пишем название окна, к которому мы будем этот трекбар представлять. В нашем случае это image. Затем напишем стартовое значение 0, конечное значение 255. И мы помним то, что нам необходимо сюда еще обязательно вставить функцию. То есть этот аргумент последний, он прям самый обязательный. Давайте здесь сделаем nothing. И сейчас я поясню, почему мы это сделаем. Также вы видите то, что нам необходимо иметь окошко image, а мы его не имеем, поэтому мы еще сюда допишем cv2.named window. Создадим image как раз таки. Итак, нам сейчас необходимо откуда-то взять функцию nothing, которая бы по сути ничего не делала. На самом деле с помощью этой функции, например, мы можем делать так, чтобы у нас перелистывались изображения, если мы хотим их просматривать, либо делать что-либо еще. Но так как у нас сейчас здесь самый простой пример, и, скажем так, трекбары не так часто используются именно в робототехнике, то, пожалуй, нам абсолютно ничего не нужно делать. Мы поэтому напишем абсолютно пустую функцию. Так ее и назовем def nothing. И затем здесь просто напишем pass. Что такое pass? Pass используется в тех случаях, когда у нас в функции нет абсолютно ничего, при этом мы знаем то, что функция должна быть, и когда-то сюда напишут код. Pass, по сути, говорит о том, что да, это функция, да, ее вызвали, ну, пожалуй, ничего не делаем, сымитируем вид деятельности. То есть pass имитирует вид деятельности. И так как у нас трекбар обязательно принимает 5 аргументов, ни больше, ни меньше, нам как раз таки нужна такая функция в данный момент. Также создаем трекбары на зеленый и синий цвет. Здесь R, G, B. И уже начинаем работать с этим. Теперь, что же мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас наш цвет изменялся постоянно, а не один раз. А значит, нам необходимо все это делать в цикле. Пропишем бесконечный цикл while. While true. И уже внутри данного цикла мы будем выводить наше изображение на экран. cv2.imshow. Затем напишем как раз таки окно, в нашем случае image. И затем само изображение img. Итак, вы знаете то, что у нас сейчас все абсолютно черное и будет выводиться черное. Нам нужно как-либо редактировать данное полотно. Нам нужно как-либо применять те, скажем так, значения, которые мы получаем с трекбара, именно на само полотно. В таком случае мы пишем r равно get cv2.get track bar position, track bar pose. Затем мы пишем сюда название трекбара и затем пишем название изображения. Точнее название окна, в котором у нас трекбар содержится. В нашем случае это image. То же самое мы делаем и для G, и для Blue. Здесь меняем R на G, здесь меняем на B. То же самое G, то же самое B. Затем пишем следующее. img, так как мы знаем то, что у нас
изображение — это по сути массив данных, мы пишем AMG, здесь от нуля до конца, это означает, и кто проходил базовый курс по питону, скорее всего, знает это. Если же у вас возникают вопросы, почему мы ставим здесь двоеточие, то, пожалуйста, перейдите на наш старый курс, и как раз таки в курсе про строки и в курсе про списки или же массивы вы сможете узнать, почему же здесь ставится двоеточие. И далее мы приравниваем BGR, потому что мы с вами уже говорили о том, что у нас изображение по сути идет в формате BGR, но не RGB. Итак, мы в целом практически прописали все. О чем я, пожалуй, забыл сказать, это о том, что у нас в функции nothing должен быть обязательный аргумент x, потому что тогда у нас не будет работать. И теперь что мы должны сделать? Скажем, есть один небольшой нюанс. Мы в функции должны ожидать нажатия какой-либо кнопки для того, чтобы у нас цикл прекратился. В данном случае будем ожидать нажатия кнопки Escape, которая у нас имеет код 27. Мы пишем k равно cv2.waitk1. Далее мы уже пишем амперсанд 0xff. Затем, если у нас k равен 27, в таком случае мы как раз таки выходим из данной функции. Теперь запускаем и пытаемся что-либо сделать. Теперь мы можем с вами менять цвет изображения, точнее цвет нашего полотна. Как вы видите, перемещая ползунки туда-сюда, у нас меняется цвет абсолютно постоянно. И как только я нажимаю Escape, у нас перестает работать наша функция. То есть вы можете видеть то, что я перемещаю ползунки, но цвета при этом не меняются. Итак, сегодня мы с вами узнали о том, как можно на базе OpenCV начать рисовать буквально простые формы. Это линия, это окружность, это квадрат, это текст. И также мы можем с вами менять и цвет нашего полотна. На сегодня у меня все. Если вы хотите попрактиковать свои навыки, вы всегда можете обратиться в американские уголки, которые есть в 11 городах Казахстана. Там вы всегда сможете получить компьютер, на котором вы сможете поработать. Также, если вы захотите попрактиковать знания из нашего другого курса по Arduino, в американских уголках всегда найдутся наборы Arduino, которые вы сможете также безвозмездно взять. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте переходить в школу, проходить домашние задания, рекомендовать этот курс друзьям и писать свои пожелания в комментариях. На сегодня у меня все. Всем до скорых встреч!